Продолжаем выпуск. Столица столиц. Конгресс под таким названием проходил в эти дни в Ростове-на-Дону. В его работе приняли участие губернатор области, представители разных конфессий и диаспор. В многонациональном регионе проживают представители 206 национальностей. Действует более 80 региональных и местных культурных объединений. Этническое многообразие – это несомненный ресурс развития области. Именно поэтому здесь очень важно сохранять переданное предыдущими поколениями межнациональное согласие, отмечали выступающие. По итогам заседания было принято обращение к жителям Ростовской области, в котором содержится призыв к единству действий по поддержанию многонационального мира и спокойствия на Дону. Этот праздник имеет ключевое значение для консолидации всего российского общества, для всех граждан, независимо от политических взглядов, национальности и вероисповедания. Если обратиться к истории, то на Дону всегда жили в многоэтнической среде. Здесь люди никогда не делились по этническому и религиозному принципу, по принципу крови. Именно единство позволило отстаивать свободу и независимость родной земли. В числе почетных гостей Конгресса был и министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Он отметил роль губернатора области в сплочении народов, проживающих в области. Также выразил уверенность в том, что никому не удастся разрушить целостность страны. Рамзан Ахматович в своих выступлениях, и особенно касательно такой важной темы, как межнациональные отношения и межконфессиональное единство, всегда отмечает, что Ростовская область во главе с Голубевым Василием Юрьевичем стала таким добрым, справедливым домом для тех народов, которые чаят и надеются на лучшее будущее, на справедливость, будучи истинным хозяином, истинным отцом этого края. Он обеспечил вот ту, я не очень люблю это слово, но тем не менее толерантность, о которой сегодня здесь говорилось, и за это ему отдельное особое спасибо. Который покрыл себя неувидаемой славой, принесенной этому краю во всех более или менее значимых войнах России, которую пронесли казаки, Великое Донское воинство, которое покрыло эти российские знамена великой славой, начиная еще с тех времен, когда атаман Платов заходил своими рейдами в тылы французов, которые угрожали тогда еще нашей с вами национальной идентичности и вообще существованию российского суверенитета. Я считаю, что далее, когда мы с вами проводим параллели этой истории, мы должны понимать, что в ней было многое. И не всегда мы выясняли свои отношения между собой в пирах. Мы не всегда выясняли между собой взаимоотношения каких-то празднествах, танцуя лезгинки или народные танцы других народов. В нашей истории есть мозоли, в нашей истории есть больные точки, которые сегодня, когда мы заявили о своей российской, русской идентичности, сегодня на эти мозоли пытаются давить те, кто сегодня объявляет, что весь мир должен жить по так называемому либеральному дресс-коду. Не получится, потому что Россия стала другой. Потому что ей этот дресс-код не подходит. Она примерила уже на себя свое суверенное, истинное национальное платье. Истинную национальную одежду, которая соткана из разноцветных тканей представителей разных народов и конфессий. Мы, люди, которые выходят и говорят что-то народу, мы должны всегда объяснять вот те болевые точки, о которых мы всегда с вами говорим. И самое главное, я хочу сказать, что именно русский народ на протяжении всей истории существования этого государства, какие бы репрессии не были, какие бы войны не были, какие бы перипетии и тернии не проходила наша страна, принимал на себя самый страшный и самый ужасный удар, в первую очередь. И в заключение я хочу отметить очень приятную вещь, которую я услышал здесь в самом начале. В заключение своего выступления хочу сказать, что, вы знаете, я сразу понял, что здесь, дорогой
в порядке, когда я услышал, что оркестром русских народных инструментов руководит армянин. До вас, дорогие мои, родные мои соотечественники, дорогие россияне, что в Чеченской Республике оркестром национальных чеченских инструментов руководит русский человек. Спасибо за внимание.